Наш эфир продолжает выпуск новостей. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. Альтернативные источники. Российские власти планируют активно развивать водородную энергетику в ближайшие 3 года. Праздник самых близких и родных. В Якутии сегодня День матери, а в России впервые отмечают День отца. Успех на международной киноарене. Фильм Дмитрия Давыдова и Степана Бурнашова получил награду Варшавского кинофестиваля. Пациент якутского наркодиспансера напал с ножом на 5 человек. Все случилось накануне вечером. 47-летний житель столицы республики поступил в учреждение 16 октября. Спустя некоторое время, вооружившись ножом, мужчина нанес ранение 5 пациентам. 4 доставлены в республиканскую больницу номер 2. 1 пострадавший скончался. После нападения мужчина пытался покончить жизнь самоубийством. С ножевыми ранениями также госпитализирован, говорится в сообщении. По факту происшествия возбудили уголовное дело по признакам преступления, убийства и покушения на убийство 2 и более лиц. На месте работают следователи. Еще 253 человека заболели коронавирусом в Якутии. За минувшие сутки, сообщает Уперштаб, из них 130 в Якутске. 13 случаев заражения ковид в Мегино-Кангаласском и Намском районах, 10 в Мирнинском, 9 в Верхоянском, по 8 в Алданском, Вилюйском и Кобяйском районах. В Амгинском, Сунтарском и Чурапчинском улусах по 6 заражений. Еще в 11 районах от 1 до 5 случаев заболевания. Исследовано за сутки более 5,5 тысяч проб на ковид. К другим темам. Российские власти планируют выделить более 9 миллиардов рублей на развитие водородной энергетики в ближайшие 3 года. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин на стратегической сессии по водородной энергетике в Москве. Премьер отметил, что для выполнения поставленных задач правительство утвердило концепцию развития водородной энергетики, в рамках которой создадут профильные кластеры и пилотные проекты по производству и экспорту водорода. Кроме того, глава правительства сообщил о заключении с компанией «Газпром» соглашения о развитии водородной энергетики и декарбонизации промышленности и транспорта на основе природного газа. На это направление в рамках одной из 42 инициатив социально-экономического развития, которые были поддержаны президентом и которые правительство утвердило на прошлой неделе, предусмотрено более 9 миллиардов рублей. Эти средства в ближайшие 3 года будут направлены в том числе на разработку конкурентоспособных отечественных технологий производства, транспортировки и хранения водорода. Создание полигонов по апробации технологий для водородной энергетики, в том числе и в арктической зоне. Важно создать крупные предприятия, которые смогут не только удовлетворить внутренний спрос, но и обеспечить поставки за рубеж. В приоритете все-таки должен быть переход к серийному применению водородных технологий в различных секторах нашей экономики. Тем временем волонтеры проекта «Чистая Арктика» собрали в Карелии 50 тонн отходов. Они очистили тропу к беломорским петроглифам и ликвидировали свалку около поселка Летнереченский Беломорского района. Среди добровольцев, прибывших в Карелию, оказались и якутские волонтеры. Подробнее в сюжете Ульяны Шагиной. В группу вошли ребята из разных регионов страны, в том числе из Якутии. Анна Сафронова. О проекте «Чистая Арктика» узнала совершенно случайно. Мне подруга отправила ссылку. Не знаю даже почему. И я посмотрела, и как раз на тот момент у меня было свободное время. Я посмотрела этот сайт, мне понравилась цель, миссия проекта, то, что очищение окружающей среды, экология. После одобрения заявки Анна с другими волонтерами полетели в Карелию. Их задачей было очистить от поваленных деревьев экотропу, ведущую к знаменитым беломорским петроглифам, внесенных в список всемирного наследия ЮНЕСКО. За пару дней ребята привели в порядок территорию в 100 квадратных метров от Выгострова до Залавруги, собирая сухостой и валежник. В этом парке мы убирали тропу, которая ведет до парка петроглифов. В основном таскали ветки ненужные, маленькие ветки перерабатывали на щепки, из больших бревен заготавливали дрова для сторожки, в которой работают экскурсоводы этого парка.
Помимо экотропы, волонтеры ликвидировали многолетнюю свалку бытовых отходов возле поселка Летнереченский Беломорского района. Всего на 2 локациях ребята собрали 50 тонн различных отходов. Мы помогаем, то есть нашей природе, Арктике и, в принципе, всей стране. Очищаем ее от мусора и всего-всего-всего. Впечатления вообще позитивные, положительные, потому что интересно, вот коллектив, то есть совершенно разные люди с разных мест, и мы вот так вот буквально за сутки двое сплотились, и мы уже так продуктивно работаем, прям все нравится. Идея проекта «Чистая Арктика» направлена на создание единой программы по очистке севера. Большая арктическая уборка проходит по разным территориям Арктики. Заброшенные здания заводов, старые бочки, покрышки, обломки плотов, ржавые трубы. Это лишь небольшая часть мусора, с которыми сталкиваются волонтеры. И каждый из них, убирая его, понимает, какую огромную пользу приносит экологии своей страны. Я сама очень активно путешествую, люблю путешествовать, активно хожу в походы. Ну и когда вижу на природе след от человека, в виде мусора, это меня очень расстраивает. Ну, вообще это очень печально и грустно. И я также придерживаюсь экологии, стараюсь сортировать мусор. Также поддерживаю всякие наши акции в городе по субботникам. Также стараюсь минимизировать отходы. Появляется у проекта и социальная миссия. Экспедиции волонтеров становятся точками притяжения для активной молодежи со всей страны. Добровольцы уже убирались на Таймыре, Ямале, Мурманске, а также Тиксе, где в общей сложности собрано более 300 тонн металлолома и 250 кубов древесины. В Тиксе эта работа будет продолжаться до 2024 года. Собранные со всех регионов отходы пойдут на переработку. Ульяна Шагина, Светлана Черемкина, Якутск, Карелия. Идем далее. В республике сегодня День матери, а в России впервые отмечают День отца. С праздниками якутян поздравил глава региона Айсен Николаев. В нашем стремительно меняющемся современном мире для каждого юного и молодого человека важно иметь четкие ориентиры в определении нравственных устоев, этики поведения, формировании гражданской позиции, взглядов на жизнь, идеалов и принципов. В этом важном воспитательном процессе огромное влияние имеют родители, мать и отец. В Якутии огромное внимание традиционно уделяется повышению статуса матери и отца, росту количества многодетных семей, их материальной поддержке, говорится в поздравлении Айсена Николаева. В честь Дня отца в Якутске возложили цветы к стеле отцу и сыну. В церемонии приняли участие представители Министерства труда и соцразвития республики, окружной администрации столицы, городской думы, Лиги отцов и Совета отцов Якутска. Напомним, что этот праздник на всероссийском уровне отмечается впервые. Согласно указу президента страны Владимира Путина, День отца с этого года будет отмечаться в 3-е воскресенье октября. Очень примечательно, что для жителей Якутии вообще выпала уникальная возможность в этот день, в 3-е воскресенье октября, праздновать 2 праздника. Это и День отца, и День матери в Республике Саха-Якутия, который учрежден еще первым президентом в Якутии в 1993 году, День матери в Республике Саха-Якутия. И вот поэтому сегодня я бы хотела поздравить всех родителей, всех матерей, всех отцов с этим замечательным днем и пожелать, конечно, здоровья и семейного благополучия. А накануне Республиканского дня матери региональные власти и представители администрации столицы возложили цветы к памятнику матери. Отметим, что этот праздник был утвержден указом президента Якутии. В сентябре 1993 года его отмечают каждое 3-е воскресенье октября. В честь праздника в образовательных учреждениях региона проходят классные часы, различные конкурсы и викторины. А в столице часть мероприятий пройдет в онлайн-формате. Напомним, Всероссийский день матери отмечается в последнее воскресенье ноября. В этом году это 28 число. В 2017 году указом главы Республики Саха-Якутия в республике учрежден знак «Мать-героиня Республики Саха-Якутия» и знак «Материнская слава 1, 2, 3 степени». И на сегодня 22 матери носят это высокое звание «Мать-героиня Республики Саха-Якутия». 22 матери. И ежегодно присваивается это звание нашим многодетным матерям, имеющим 10 и более детей. В последние годы в знак признания созидающей роли матери по инициативе жителей, общественных организаций, при поддержке муниципалитетов на местах восстанавливаются и идут работы по созданию
памятников и скверов матери. В Москве проводят 3-й международный фестиваль народно-художественных промыслов и ремесел «Руками женщины» с участием мастеров народного творчества, ремесленников и дизайнеров. Якутию представляют сразу 2 мастерицы из Абыйского улуса. С их творчеством познакомилась моя коллега Айсена Бурнашова. Лоскутные панно, дамские сумочки, чепраки, женские украшения. Всего около 20 изделий, сделанных своими руками. Особое место на якутском стенде занимает герб Абыйского улуса. Работа – настоящее наследие предков, выполненная техникой кыбытык-тиги. В центре нашего панно находится герб Абыйского улуса, показаны все наследия, чем живут, что добывают. История улуса тоже наглядно отражена. Например, на панно видно Спаса-Зашиверскую церковь. Рыбы, утки, яства, все богатства нашей земли показаны в том числе. Творческое объединение АЛГ основано в 2018 году. Это их первое участие на фестивале «Руками женщины». Якутские мастерицы с трепетом относятся к своему ремеслу, знают все секреты старинного искусства и, конечно, охотно делятся знаниями лоскутного шитья миру. У нас кыбытык-тыги никакой народ не шьет, только мы, якуты, только мы это шьем. Это национальная наша, считается, гордость. Вместе с якутянками на фестивале принимают участие женщины из более чем 10 регионов России и 5 стран мира. Главная миссия масштабного события – объединить талантливых мастериц и показать мягкую женскую силу. Мы занимаемся народной дипломатией. То есть мы представляем на международной площадке наших женщин. А наши женщины очень талантливые. И мы слышим обратную связь из-за рубежа, что женщины зарубежных стран с очень большим желанием хотят сотрудничать. Абхазия покорила плетеными изделиями. Ямал удивил поделками из кости. Алтай привез авторские вещи из войлока. Каждый стенд наполнен самобытной культурой. Прикоснуться к народно-художественным промыслам может каждый. Фестиваль продлится до конца этой недели. Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, Москва. Якутский фильм «Ит» Дмитрия Давыдова и Степана Бурнашова о взаимоотношениях соседей в деревнях получил специальную награду жюри Варшавского кинофестиваля. Об этом объявили на церемонии вручения наград «Смотра». Отмеченный членами жюри фильм «Ит» был в числе 15 лент из разных стран, которые принимали участие в главном международном конкурсе. Варшавский кинофестиваль ведет свою историю с 1985 года. В 2009 году Международная федерация ассоциаций кинопродюсеров присвоила польскому киносмотру высокую категорию А. Поэтому специальный приз Варшавского кинофестиваля станет ценной наградой для якутских режиссеров. В завершении о спорте. Якутская «Заря» одержала победу над Липецким ЛКС в матче 5-го тура регулярного чемпионата по мини-футболу среди команд высшей лиги. Встреча прошла на площадке Дворца спорта «Квант» в Троицке и завершилась со счетом 4-2. В составе якутян дублем отметился Роман Аносов. По одному мячу забили Дмитрий Матицын и Сергей Сергеев. Эта победа для «Зари» стала второй в текущем сезоне. Команда занимает 7-е место в турнирной таблице, имея в активе 7 очков. В следующем туре якутские футболисты встретятся с командой Golden Eagle из Ставрополя. Матч пройдет 23 октября. К этому часу это все новости. Оставайтесь на нашем канале.